أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Даровал нам посланник, саллиллаху алейхи вассалям, многочисленные хадисы, которых настойчиво призывает следовать за учеными, рахматуллахи алейхим аджмаин, а не толковать аяты, исходя из собственного мнения, по собственному разумению. Вспомним еще раз толкование аята «Ва'тасиму бихаблиллахи джамиан», толкование этого, которое приводится в Дарруль Мухтар, книги Ахмад ат-Тахтави, где я говорил, что предписание Всевышнего Аллаха, Джалля Джалялюху, в Коране «Ва'тасиму бихаблиллахи джамиан», держитесь за верфь Аллаха вместе, все вместе с джамаатом, является указанием каждому мусульманину следовать за учеными по фикху, выполняя все их религиозные правовые решения. Обычным мусульманам, незнакомым со способами лечения собственных болезней, а тем более болезней души, невозможно выбрать и использовать то или иное лекарство из огромного количества хадисов, а хадисы как лекарство, то есть это высказывание пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, невозможно выбрать из этого огромного числа хадисов именно те, которые необходимы ему в данный момент. Ученые, муджтахиды, являющиеся в то же время лучшими врачевателями душ и сердец, выбрали из этого океана хадисов и поместили в свои книги именно те из них, которые могут помочь при решении определенных проблем каждого мусульманина. Если продолжить сравнение с медициной, то пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, это великий врачеватель, приготовивший для всеобщего использования сотни тысяч лекарств. А ученые-правоведы, занимающиеся положением домашнего врача, пользуются этими готовыми снадобьями для лечения наших конкретных болезней. Представьте себе ситуацию, когда вы заболели какой-нибудь серьезной болезнью, вы что, идете в аптеку, когда вы заболели? И, глядя на огромное количество лекарств, гадаете, каким бы из этих лекарств сейчас вылечиться? Или же вы, может быть, решитесь пойти к какому-нибудь врачу, чтобы он вам сделал диагноз? Или же пойдете к каким-нибудь гадалкам и шарлатанам? Никогда этого делать не станете. Да и любой человек не станет этого делать, если не лишен элементарной рассудительности. Он не пойдет в аптеку и не будет гадать, каким же из этих многочисленных лекарств лечить свои болезни. И не пойдет к шарлатанам или гадалкам, которые вам предложат Бог весть что. Он просто обратится к врачу, к ученому, для того, чтобы узнать, какое из этих лекарств подойдет ему. То же самое и с хадисами. Если мы пойдем и, глядя на эти хадисы, будем выбирать среди них, какой же хадис нам подойдет, то мы заблудимся, потому что у нас нету достаточно нужных знаний для того, чтобы разобраться, какой хадис подходит к тому или иному виду поклонения. Мы всегда
обратимся так же, как и в миру. Например, обращаемся во время наших болезней к квалифицированному врачу, тоже мы обращаемся к квалифицированному ученому, прежде всего ученым-муджтахидам и их ученикам, то есть ученым одного из 4 мазхабов, одного из 4 богословско-правовых школ. Похожая ситуация может возникнуть, а порой очень часто это возникает в получении религиозных знаний. Мы не знаем истоков своих духовных болезней и не разбираемся в составе лекарств, необходимых для их лечения. Если мы в таком положении начнем выбирать для себя лекарства из сотни тысяч хадисов, то вместо лечения своих болезней мы, скорее всего, их умножим. Поэтому и возникает необходимость следования ученым и указаниям ученых.